Фестиваль духовной и материальной культуры Апсуакот встречает гостей с сувенирной зоной. Книги, керамика, шоперы и даже миниатюры абхазских музыкальных инструментов. Все здесь так или иначе связано с современной абхазской культурой. У нас размещена здесь продукция мастерской и магазина Овен. Также вообще все, что здесь находится, это то, что производится в Абхазии, либо связано с Абхазией. Получается, у нас есть здесь книги об Абхазии. Это мерч из галереи World Gallery Сухум. Это открытки Апсо Мозаика. Также их мерч тоже относится. Также у нас есть, например, вот такие вот ручной работы, дерево, это трещотки специальные. Ну, получается, весь товар, он как бы связан с Абхазией в той или иной форме. Это продукция нашей семьи, можно так сказать. Вот. Мы представляем народные инструменты в миниатюре. В основном они делаются из лесного ореха. Мы хотим популяризовать абхазскую музыку через эти инструменты. В дальнейшем мы планируем открыть музыкальную школу, и распространение этих инструментов поможет софинансировать эту школу. Далее гости попадают в зону фото, аудио и видео. Здесь можно посмотреть выставку архивных фотографий и почитать об основных столпах абхазской культуры: язык, фольклор, национальная кухня, традиции долгожительства и уважения к старшим. Внутри крепости зона аудио, где можно послушать, какие звуки природы повторяют те или иные буквы абхазского алфавита, или посмотреть видео с живописными панорамами природных богатств Абхазии. Здесь же параллельно сотрудники крепости проводят экскурсии для гостей Абхазии. Я вас очень рад приветствовать на территории Государственного музея-заповедника Сухумская крепость. Во-первых, хочу поблагодарить вас. Каждый билет – это большой вклад в развитие Сухумской крепости. Благодаря этим инвестициям мы больше будем проводить археологических работ, научных работ, поэтому еще раз вам скажу спасибо. Открылись мы буквально 1 августа, недавно. Если бы год назад здесь были бы, ничего не увидели, все было заросшее. Перемещаемся в спортивную зону, где инструкторы по стрельбе из лука бесплатно проводят мастер-классы для всех желающих, и движемся дальше в одну из самых популярных зон. Детский интерактив здесь совмещен с фуд-зоной. Есть интерактивная зона, здесь будет проводиться мастер-класс, здесь также можно... Для детей здесь есть раскраска, которая выполнена в форме абхазского ткачества, абхазского гобелена. Можно будет по цифрам раскрасить и получить в итоге вот такой стандартный дизайн абхазской ткацкой культуры. А здесь у нас игра, которая была разработана по мотивам абхазской мифологии. Здесь есть препятствия, которые взяты из абхазской мифологии, например, великана Дау, или там лоза бога Нара, волшебные кони Арайш. Ты играешь персонажами из абхазской мифологии, такими как Абраскил, Тачкум и другими достаточно известными для нас всех лицами. Вы двигаетесь через все климатические зоны Абхазии, от полян до города, через горы и море, встречаетесь с теми препятствиями, которые характерны для этой зоны, и в итоге вы должны самым первым прийти к финишу, опередить всех друзей, с которыми вы играете. Исход будет определять то, как хорошо вы проходите испытания, которые вам представляют персонажи, и как хорошо вы бросаете зары. Пока дети заняты развлечениями, родители могут продегустировать местную продукцию. Вы сейчас находитесь на зоне фудкорта. Здесь у нас представлена джинджулпа 2 видов с фундуком и с грецким орехом, а также пастила из различных местных фруктов. Это производство Ирины Кварчевия. В этой зоне также можно попробовать джелато абхазского производства, арджелато. Также здесь вот молодые люди представляют свои настойки из фруктов, а также домашние лимонады. Настойки от Руин-бара тоже аутентично абхазские. Практически все, что используется для их изготовления, включая ром и джин, произведено или выращено в Абхазии. Мы собираем их, вакуумируем, прячем на долгие сроки, там, начиная с маракуйи, которая растет на гастелло. Только никому лучше об этом не знать. Это моя точка. Сейчас сезон фиников начнется, который вот это канарской пальмы. Мы на них тоже делаем настойки. Они, наверное, самый вкус. Вообще, на самый кайф, который мы прямо сейчас продаем, это 5 перцев с томатом. Это 5 перцев, которые мы нашли здесь. Единственный перец, который здесь не растет, мы его не смогли найти, это этот, как он называется? Черный перец молотый. Вот мы его тоже добавили для поддержания его баланса вкуса. А так, острый перец мамин с огорода. Болгарский перец мы купили у местных фермеров, то есть они нам продали. Чили тоже мы нашли человека, кто делает. И супер острый перец, я забыл название, правда, мы его тоже нашли на ферме в Ачимчире, на ферме. Человек производит, там кустик, я его взял. Но он такой концентрированный, что мы его делаем в аджику.
и потом уже разбавляем. Для дегустации гости выбрали другую настойку на местной вишне с добавлением других ягод, одна из них привозная. Ну и, конечно, что за дегустация без тоста? За урожай. Вообще в целом за этот фестиваль 4 дня он будет продолжаться, чтобы побольше гостей сюда приходило, узнавали нашу культуру, абхазскую культуру. Вообще то, что без директора поднимал, он на самом деле много чего рассказал бы про нашу крепость. И организатору спасибо, Сане, за успех этого мероприятия. Мачич. Поздравляю, наверное, нас всех. Шикарно. Ну, я хочу сказать, что, во-первых, это вкусно, это такое сочетание интересное. Вот. И, наверное, это будет очень востребовано, учитывая вот этот вкус, который я почувствовала, черноплодной рябины, будет востребован для гостей нашей столицы, нашей страны и этого прекрасного фестиваля. Я нас всех поздравляю. Заключительная зона – это своего рода сцена, где в рамках фестиваля будут проходить выступления музыкальных коллективов, лекторий и где организатор Сана Тарба приветствовала гостей в день открытия. Проект родился из, наверное, моей боли, потому что я всегда сталкивалась с тем, что мне сложно объяснить в двух словах, что такое Абхазия, что такое абхазская культура, как-то вкратце рассказать о том, как неописуемо красива наша природа. То есть это все очень сложно передать какими-то 2-3 предложениями. И я задумалась, может, стоит, допустим, мое видение вот всего этого, этой красоты передать через визуал, через фотографии, через фильмы, через, не знаю, зарисовки. И мы создали аккаунт в Инстаграме, который называется так же, как и наш фестиваль, Абсакод, через точку. Приглашаем вас всех зайти, ознакомиться. Фестиваль, по сути, это такая живая интерпретация нашего проекта, чисто чтобы вы могли вживую соприкоснуться, послушать, попробовать на вкус, лицезреть. Первый день фестиваля украсили артисты фольклорного ансамбля «Ахиштра», вживую исполнившие несколько народных абхазских композиций. Фестиваль «Абсуакот» продлится до 24 августа. Все основные мероприятия будут проходить с 6 вечера до 12 ночи. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.